На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Будет полезно Абхазии и России. Возможность открытия представительства Российского исторического общества в республике обсудили в медиа-центре МИД. Гран-при не удостоен ни один участник. В Сухуми подвели итоги второго национального конкурса абхазских вин. Шанс пойти в школу и получить образование. 6-летний Давид Алексанян нуждается в нашей помощи. К 130-летию со дня рождения видного абхазского государственного деятеля Нестора Лакоба строители завершают капитальный ремонт историко-мемориального музея. Генеральный директор госкомпании «Апснергылара» Руслан Тванба рассказал Апснепресс о том, что в прошлом году правительство поручило компании произвести капитальный ремонт музея Лакоба, который пострадал во время Отечественной войны народа Абхазии. По завершении всех работ будет произведена пескоструйная очистка фасада, отметил гендиректор. На первом этаже музея располагаются служебные помещения, вестибюль, комната охраны, помещения для администрации, хранилище, конференц-зал, санузлы, гардеробная. На втором этаже 4 выставочных зала. Второй этап работ касается самого проекта музейной экспозиции. Им занимаются специалисты интерпроекта из Новосибирска. Вопросы развития абхазского языка и сложившуюся в этой части законоприменительную практику обсудили в пятницу в ходе заседания Комитета Народного собрания Парламента Республики по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ под председательством Инара Сацба. Также говорилось о работе Государственного управления Республики по государственной языковой политике. Депутаты намерены пригласить на заседание комитета руководителя госуправления Гунду Квицения и совместно с ней обсудить реализацию плана мероприятий по развитию государственного языка. Будет полезно Абхазии и России. Открытию представительства Российского исторического общества в Абхазии посвящена встреча в медиа-центре МИД Абхазии инициативной группы историков с заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации Константином Могилевским и в Рио председателя правления Российского исторического общества исполнительным директором Фонда истории Отечества Русланом Гаккуевым. Во встрече приняли участие представители науки и истории Абхазии. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Идея создания представительства Российского исторического общества принадлежит историку-архивисту Милане Бжане, которая возникла у нее в ходе круглого стола, в котором она со своими коллегами участвовала в прошлом году. Данная инициатива была озвучена еще в прошлую поездку на круглом столе на площадке Российского исторического общества, в котором мы принимали участие как историки. Данный формат был организован молодежным клубом Российского исторического общества. Тема являлась история Российского Причерноморья. Далее, по возвращению из Москвы, нами с коллегами был подготовлен соответствующее обращение на имя председателя Российского исторического общества с просьбой об открытии представительства Российского исторического общества в Республике Абхазия. В Российском историческом обществе идею встретили с благосклонностью и откликнулись на инициативу. Более того, планируется выпуск большого сборника документов, посвященных вхождению Абхазии в состав Российской империи. Как рассказывает Руслан Гаккуев, этот сборник мог выйти в свет еще в 30-е годы прошлого века. Но так как составители его были репрессированы, печать собрания документов отложилась почти на 100 лет. Сегодня в публикации сборника заинтересованы и в Абхазии, говорит и Гаккуев. Руководство Института истории в Санкт-Петербурге Алексей Владимирович Сиренов, его коллеги не так давно обнаружили в своем академическом архиве этот сборник и обсуждали возможность его публикации с Академией наук Республики Абхазии. Интерес здесь взаимный. Издание может быть очень интересным и важным для взаимоотношения двух стран. Речь идет об комплексе документов. Это порядка 500 машинописных листов. Это именно машинопись подготовленная. Приветствует создание представительства исторического общества в Абхазии глава представительства Россотрудничества. По его словам, есть большое поле для совместной работы, особенно что касается архивов периода Великой Отечественной войны.
У нас общая история, и особенно важно в свете того, что во время Отечественной войны были потеряны очень многие документы. И вот в этой связи, конечно же, здесь предстоит очень огромная работа, а для нас это важно в связи с тем, что, по крайней мере, мы продвигаем и российскую культуру, и нашу общую память, и поэтому вот восстановление вот этих вот имен, и восстановление и различных каких-то событийных вещей, оно действительно важно и в первую очередь для молодежи. Начальник Государственного архивного управления Роман Гвинджи также уверен, что создание представительства исторического общества в Абхазии самым благоприятным образом скажется на работе архива и будет полезно не только для абхазской, но и российской стороне. У нас должны, конечно, быть, я считаю, что более тесные контакты и с историками России, и прежде всего с архивистами, потому что нужно собирать документы. То, что есть у нас в России интересно, то, что в России есть, нам интересно многие документы. И потихоньку нужно вот это все соединять. Роман Дбар уверен, что даже несмотря на то, что и абхазские, и российские ученые сотрудничают на межгосударственном уровне, создание такой неправительственной организации упростит и сделает совместную работу более эффективной. У нас есть институт гуманитарных исследований, в котором сосредоточен основной потенциал историков, интеллектуальный ресурс страны. Абхазский государственный университет с историческим факультетом, которые имеют, конечно же, очень много связей со своими коллегами в Российской Федерации. Но то, что касается исторического общества, это по своей сути общественная организация, неправительственная организация. И многие вещи, связанные с подобного рода взаимодействием на неформальном уровне, они могут иметь гораздо больший эффект, нежели чем то, что происходит по линии официальных взаимодействий. А писатель и журналист Екатерина Бебе даже предложила кандидатуру на пост главы представительства исторического общества России в Абхазии. Конечно, это будет создано, но кто же будет руководителем? Вот, если это историческое общество будет создано, я бы, например, предложила бы, вы знаете, вот мост Россия-Абхазия, Милана Геннадьевна Бжаня, настолько она уже активно работает. Мы не раз присутствуем на такие встречи, на такие очень целенаправленные заседания. Я вижу, что эта кандидатура очень подходит. Все участники совещания, посвященного открытию представительства Российского исторического общества, высказались в поддержку появления в Абхазии такой неправительственной организации. Марьяна Котова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Туристическая сфера, сельское хозяйство, логистика и IT-технологии являются локомотивами экономики. Об этом заявил накануне президент Абхазии Аслан Бжаня, который провел совещание с главами городов и районов, посвященное итогам работы за первый квартал 2023-го. Поднимался и ряд актуальных вопросов социально-экономической жизни страны. Глава государства отметил, что главы районов озвучили лишь часть проблем, решение которых упирается в финансы. Бжаня подчеркнул, что все проблемы государство должно решать само и надо научиться зарабатывать деньги. Те активы, которыми мы располагаем, должны приносить деньги. Когда глава района говорит о том, что в районе есть 20 тысяч гектаров сельхозземель, а при этом обрабатывается 10-15%, это тот самый потенциал, который нами не реализован. И мы без конца будем говорить об этом, если не предпримем экстраординарные меры, сказал Бжаня. Трехдневный образовательно-туристический форум «Горизонты-23» завершился в Абхазии. Я очень рад, что этот форум состоялся. Он поднял вопросы не только образовательного и детского туризма, но и вопросы законотворческие, в том числе касающиеся страхования, сказал в интервью «Спутник Абхазии» руководитель представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов. В рамках международного форума активно шла работа на разных площадках республики. Образовательная презентационная часть программы форума прошла на базе школ и Сухумского государственного колледжа.
Организаторы форума, представительство Россотрудничества в Абхазии, посольство Российской Федерации в Абхазии, Министерство туризма, Министерство просвещения, Абхазский союз туризма и культурно-деловой центр «Дом Москвы». В Сухуми подвели итоги второго национального конкурса абхазских вин. Заявки подали 47 виноделов, предоставив 95 вин. Конкурсной дегустации допустили 24 образца от 15 виноделов. По итогам слепой дегустации были отобраны победители. Номинаций было несколько. Подробности у Элеоноры Гилаян. Поблагодарив всех, кто оказал содействие в организации конкурса, уважаемых членов жюри и, конечно, самих виноделов, генеральный директор компании «Вина и воды Абхазии» Николай Ачба отметил, что участников было меньше, чем ожидали в оргкомитете. У каждого есть друзья, соседи, которые занимаются вином и виноделиями, делают вино. Не надо стесняться. Пусть приносят на следующий конкурс образцы. Мы только помогаем, мы никого не критикуем, не ругаем. И слушайте, чем дальше, тем понятнее будет каждому из вас и каждому из виноделов, куда двигаться и какое качество вина на сегодня востребовано в нашей республике и во всем мире. Мы не отдельная страна, мы не можем делать какое-то вино, которое, которое никто в мире не понимает. Мы часть большого мира виноделия, поэтому наше вино должно соответствовать всем мировым стандартам. И в этом «Вина и воды Абхазии» готовы поддержать всех виноделов страны. В этом году специалисты компании отобрали 95 образцов из 47 дворов для участия в конкурсе. К этапу дегустации было допущено 24 образца из 15 крестьянско-фермерских хозяйств. 2 бронзовых, 5 серебряных и 2 золотых медали были вручены в 3 номинациях – белые вина, Изабелла, красные вина. По словам руководителя лаборатории Жанетты Асатурян, создатели красных вин в этом году потрудились значительно лучше, чем белых. Впрочем, у этого есть логическое объяснение. Белое вино приготовить в домашних условиях – это сложно и проблематично. Не имея холода, не имея соответствующего оборудования, сделать белое вино очень сложно. Но что разочаровало в этом году, то, что и вино, выработанное из винограда сорта Изабелла, которое произрастает чуть ли не в каждом дворе, тоже было сделано не очень-то хорошо, потому что мы ожидали, что будут лучшие результаты. Но ничего, есть следующий год, и мы надеемся, что ребята будут обращаться в сезон, когда виноград начнет созревать, ребята будут обращаться к нам, и мы, естественно, им будем помогать во всем, консультировать. Молодой винодел Адамур Ахба получил золотую медаль национального конкурса абхазских вин. Его мальбек набрал 82 балла по результатам конкурсной дегустации, которая, напомню, проходила анонимно. Адамур второй год участвует в конкурсе и признается, что сегодняшний результат получен путем учета всех прошлогодних советов. Мы делаем все для того, чтобы наше окружение пило достойное, хорошее вино. Мы очень сильно благодарны Сухумскому винзаводу, «Вина и воды Абхазии» за то, что организовали, устроили такой конкурс. В следующем году будем стараться, чтобы это было все лучше, лучше и лучше. В прошлом году мы заняли 3-е место, в этом году мы заняли 1-е место. А в следующем году есть на что стремиться. Будем делать все для того, чтобы нам было классно. Наибольшее количество баллов, 83, набрал винодел Денис Амичба и его соперави. Денис также второй год участвует в конкурсе. По его словам, помимо прочего, именно соревновательный дух вызвал желание совершенствоваться. И вот 2 из 4 представленных им вин получили награды: бронза за белое и золото за красное. К этому году я уже готовился более серьезно, потому что сам конкурс, он придает больше стимула, мотивации делать более правильное вино, то есть более осторожно подходить к этому. Само участие мне было интересно понять вообще вино, насколько оно конкурентоспособно. И результаты, они Я думаю, каждый винодел уже старается сделать правильное вино, то есть без ошибок, то есть более такой тщательный подход. Естественно, начинаешь больше интересоваться и литературой, и так далее. То есть, вино – это такой продукт очень
такой тонкий и требует очень осторожного подхода. Первое место за лучшее белое вино и гран-при конкурса никому из производителей не присудили, так как никто не набрал необходимого количества баллов от членов жюри. Сергей Гадля, Химца Киут и Алмаз Адлиба получили серебряные медали за лучшее красное вино. Хаджират Клициня – обладатель серебра за лучшее белое вино. Алхасу Джопа вручили серебро за вино из сорта Изабелла, а Станиславу Агума – бронзу. Спецприз от Министерства сельского хозяйства получил Хаджират Клициня, а спецприз от партнера конкурса компании «Амобайл» Адамур Ахба. После церемонии вручения гостей и участников пригласили на дегустацию. Элеонора Гилаян, Инала Гухава, Абаза ТВ. Подготовку к курортному сезону и таможенный контроль сельхозпродукции обсудили на рабочей встрече абхазские и российские таможенники. Стороны обсудили проблемные вопросы и пути их решения в преддверии начала курортного сезона. Абхазская сторона предоставила российской статистические данные по объемам экспорта сельхозпродукции в турсезон 2022 года, а также прогнозы на этот год. Рассмотрены были вопросы, которые позволят разгрузить абхазо-российскую государственную границу в летний сезон. Таможенники отметили очевидный прогресс во взаимодействии приграничных служб Абхазии и России. Между тем, модернизация пограничного перехода Адлер завершится в конце 2025 года. Проектирование и строительно-монтажные работы на автомобильном пункте пропуска Адлер будет выполнять одна подрядная организация. Контракт под ключ позволит сократить сроки реализации проекта на 3-5 месяцев и повысить уровень контроля. Пропускная способность вырастет почти в 10 раз по количеству транспорта и в 2,5 раза по количеству человек. Делегация из Ленинградской области во главе с вице-губернатором Игорем Петровым находится в Абхазии с рабочим визитом. Часть делегации во главе с заместителем председателя правительства Ленинградской области Олегом Малащенко в сопровождении абхазских коллег, в частности с вице-премьером, министром сельского хозяйства Бесланом Джопо и заместителем главы администрации президента Зуриком Каджая посетили Ачимчирский район. В ходе встречи российская делегация совместно с абхазскими коллегами не только ознакомилась с сельскохозяйственными предприятиями и туристическим потенциалом, но стороны договорились и о том, чтобы рассмотреть возможности дальнейшего сотрудничества по обмену опытом в рамках общей стратегии развития сельского хозяйства Абхазии и России. Об этом сообщает Ачимчира Информ. Информация правоохранителей. В столице прошли рейдовые профилактические мероприятия, направленные на выявление административных правонарушений. Сотрудники выявили 281 административное правонарушение, 15 протоколов составлено за нарушение норм тонирования автостекол, 17 за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Смотрите материал пресс-службы МВД. В соответствии с планом, утвержденным министром внутренних дел Вальтером Будбо, в столице прошли рейдовые профилактические мероприятия, направленные на выявление административных правонарушений. Рейд начался с построения личного состава. Равняйсь! Смирно! Слушай план проведения профилактических мероприятий силами УВД, Центрального аппарата, Министерства внутренних дел в городе Сухум. Расстановкой сил, средств до особого распоряжения. После постановки целей и задач рейдового профилактического мероприятия, контроль над которым возложен на начальника отдела милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Лоу и Налыпа, экипажи с личным составом выехали на места дислокации. В соответствии с планом, утвержденным министром внутренних дел, в городе Сухум проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление правонарушений в области безопасности дорожного движения. Личный состав Министерства внутренних дел собран на плацу Министерства внутренних дел. До него доведены задачи, на которые нацелена данная профилактическая работа. Основной упор в городе Сухум делается на такие виды нарушений, как управление транспортным средством без государственных номерных знаков и применение на лобовом стекле тонированной пленки. Также особый упор в работе делается на выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Особый акцент сотрудники уделяют нарушению норм тонирования лобовых ветровых стекол автомобилей. Так называемые тонировки сотрудники снимали на месте. Наглухо затонированные автомобили не позволяют определить находящихся в нем граждан, ухудшают видимость и создают угрозу для водителей и других участников дорожного движения при передвижении в ночное время суток. В ходе проведения профилактических мероприятий в городе Сухум сотрудниками управления ГАИ МВД Республики Абхазия совместно с отделом ГАИ
УВД по городу Сухум было выявлено 281 нарушение правил дорожного движения, из них 15 за управление транспортным средством с применением запрещенной тонированной пленки и 17 административных правонарушений за вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. МВД напоминает, основной целью рейдовых профилактических мероприятий является повышение безопасности дорожного движения и минимизация нарушений правил дорожного движения. Рейдовые мероприятия сотрудники продолжат далее по всей республике. Сотрудники отдела внутренних дел по Ткварчалскому району и педагоги провели классный час, посвященный изучению правил дорожного движения. Что должны знать наши дети о дорожном движении, как закрепить знания по безопасности дорожного движения, как передвигаться пешеходу и правильно переходить проезжую часть дороги. Эти и многие другие вопросы обсудили участники встречи и в игровой форме продемонстрировали свои знания. Мероприятие прошло в Ткварчалской средней школе номер 2. Участниками дорожного движения и регулировщиками были ученики 2 класса. У жителя поселка Агудзера изъято незаконно приобретенное и хранимое огнестрельное оружие, а жителю города Ачимчира предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере. У жителя поселка Агудзера Арышба Руслана Мироновича 1970 года рождения изъято незаконно приобретенное и хранимое огнестрельное оружие. Последний, используя переделанный из охолощенного в боевой пистолет системы Макаровой боевые патроны к нему, из хулиганских побуждений производил выстрелы в общественном месте у подъезда жилого дома. Принятыми оперативными мерами гражданин был доставлен сотрудниками уголовного розыска в отдел внутренних дел по Гулрыбскому району. По данному факту в отношении Руслана Арышба по части 1 статьи 207 и части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Расследование проводит группа дознания районного ОВД. Гражданину Арышба избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Жителю города Ачимчира Ачбах Виче Руслановичу 1982 года рождения предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере. Запрещенное вещество у данного гражданина обнаружили и изъяли при личном досмотре сотрудники уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по городу Сухум. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Ачба в соответствии с частью 2 статьей 223 Уголовного кодекса Республики, проводит следственный отдел столичного УВД. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. На таможенном посту Адлер в ходе таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль «Опель», прибывший из Абхазии. При сканировании и досмотре была обнаружена табачная продукция, сокрытая от таможенного контроля. Сигареты были спрятаны в салоне и багажном отделении машины. Всего из тайников таможенниками извлечено 200 пачек сигарет марки «Чапман». При досмотре другого транспортного средства УАЗ «Патриот» сигареты аналогичной марки также были обнаружены в салоне и багажном отделении автомобиля под обшивками пассажирского сидения и колесных арок. В этой машине пытались перевезти 220 пачек сигарет. Незаконно перемещаемые товары и автомобили изъяты, возбуждены дела об административных правонарушениях. В абхазском сегменте социальных сетей транслируется видео с установленным у здания Народного собрания парламента Республики Абхазия флагом в смещенном виде. Пресс-служба Народного собрания парламента заявляет, что это случилось под воздействием ветра и проблема была устранена сразу после ее обнаружения. Убедительная просьба гражданам, тиражирующим это видео, не будоражить общественность республики, отмечается в сообщении. Шестилетний Давид Алексанян нуждается в нашей помощи. У мальчика задержка психоречевого развития, органическое поражение центральной нервной системы. У Давида есть шанс найти друзей, пойти в школу, получить образование. Для этого нужно только помочь ему заговорить. Курс лечения обойдется в 233 тысячи рублей. Поможем вместе. Слово Надежде Боровиковой. Давиду Алексаняну 6, он единственный сын. Мальчик родился с гипоксией, и с первых месяцев жизни родители занимаются его лечением. Сначала лечили гидроцефалию. Слава богу, обошлось. Благодаря своевременной помощи врачей ребенок начал ходить. 4 года пошли, чуть поздно, чем другие детки.
начали кое-какие слова говорить, как полагается, но к 2 годам я заметила, что мы даже то, что могли говорить и делать, то есть показывать, реагировать на те или иные просьбы мы перестали. И началась наша эпопея лечения. Диагноз Давида – задержка психоречевого развития, органическое поражение центральной нервной системы. Лечили как могли, сначала сами, затем с помощью Российского фонда «Мы вместе». Но успехи в развитии сменялись откатами. Во время пандемии произошел вынужденный перерыв. После дважды прошли курс лечения в Краснодарском реабилитационном центре, 2-й раз при поддержке Минздрава Абхазии. Также из Гулрыбша родители регулярно возят ребенка в Гагарский центр «Альбамед». Прогресс есть, мальчик понимает речь, интеллект развит, нужно просто помочь ему заговорить. Это могут сделать в нейрореабилитационном центре «Импульс» в городе Сочи. Но без нашей помощи не обойтись. По результатам диагностик мы назначили им направление адаптивная физкультура, нейрокоррекция, дирфлор-тайм-терапия, продуктивная деятельность, логопед-дефектолог и другие направления. Благодаря комплексному подходу на протяжении 3 недель ежедневных занятий мы ожидаем положительную динамику в совместном взаимодействии, моторном развитии и в развитии коммуникативной сферы. Давид любит сооружать разные конструкции. В ход идет все, от лего до банок с консервами. Наверное, будет строителем, шутит мама. Еще он любит мультики и мороженое и очень хочет общаться со сверстниками. Любит животных, очень тянется к деткам. Несмотря на наш диагноз, но бывают детки агрессивные или к людям не тянется. Он, наоборот, тянется, любит, но его сторонятся детки, так как не понимают, им тоже страшно. Он то жестами, то этими, и они не могут понять, что он хочет, и поэтому сторонятся. У него, наверное, тоже по жизни одна мечта, чтобы, хотя он не говорит, но я по виду понимаю, чтобы его не сторонились и играли с ним. У меня мечта, чтобы ребенок жил полноценной жизнью, пошел в школу по возможности. Может, он не будет профессором, как другие детки, но хотя бы получил образование. Чтобы помочь Давиду Алексаняну, нужно собрать 232 320 рублей. Абоненты Амобайл и Аквафон могут перевести пожертвования на баланс фонда, набрав 147, сумма перевода, решетка, кнопка вызова. Или отправить СМС со словом «Добро» на номер 5050. Посильную сумму можно отправить банковским переводом или на карты российских банков. Более подробную информацию о способах помощи вы можете узнать на сайте ashanakbf.com либо по телефону 773-5050. Надежда Боровикова, Инна Лагухава, Абаза ТВ. В Абхазском государственном университете открылась Олимпиада школьников «Путь к вершинам-2023». Согласно утвержденному графику, она будет проходить с 28 по 30 апреля. По предварительным данным, всего выпускников, изъявивших желание принять в нем участие, 297 человек. В пятницу Олимпиада проходила по 3 профильным предметам – биология, география, химия. В ней приняли участие 107 человек. В этом году, по предварительным данным, количество выпускников школ Абхазии, пожелавших принять участие в Олимпиаде школьников «Путь к вершинам», составило 297 участников. Сегодня в Абхазском государственном университете проводится первый день Олимпиады по следующим профильным предметам: биология, химия, география. Количество участников Олимпиады, зарегистрированных в первый день проведения Олимпиады, составило 107 участников. Основная цель Олимпиады – поиск талантливой молодежи и оказание содействия в выборе образовательной траектории в пространстве Национального университета. Олимпиадные задания составлены на основе школьных программ и включают теоретические и практические задания, а также вопросы соревновательного характера. Победители и призеры Олимпиады школьников «Путь к вершинам» будут определяться на основании рейтинговой таблицы среди тех участников Олимпиады, которые набрали не менее 70% от общей суммы баллов за выполненные олимпиадные задания. Победители Олимпиады школьников «Путь к вершинам» рекомендованы будут приемной комиссии к зачислению на бюджетную основу обучения. Призеры Олимпиады 2 степени и призеры Олимпиады 3 степени будут рекомендованы приемной комиссией к зачислению либо на бюджетную основу обучения, на те направления подготовки специальности, где достаточное количество бюджетных мест, и на платную основу обучения, где количество бюджетных мест ограничено. Учитывая сложную геополитическую ситуацию в России сегодня, обучение в Абхазском национальном университете
становится приоритетным, как никогда ранее сегодня. Поэтому, дорогие выпускники, мы ждем вас на площадке Абхазского государственного университета. Принимайте участие в Олимпиаде школьников, и всем мы желаем только победы. Я пришел на университетскую олимпиаду «Путь к вершинам», так как за месяц до этого к нам в Ачамчиру, я сам из Ачамчира, приезжала делегация из АГУ. Нам рассказали о проведении данной олимпиады, рассказали, какие возможности она дает. Она предоставляет такую шикарную возможность, как поступить в дальнейшем без экзаменов. Ну, конечно, если ты ее побеждаешь. Ну, настрой у меня такой отличный. Я надеюсь, что я ее пройду. Я поступаю на географический факультет направления туризм. Выбрал эту профессию, поскольку она предоставляет шикарные возможности, такие как, например, путешествовать, получать различные междисциплинарные знания. Это очень интересная и востребованная профессия у нас в Абхазии. Поэтому спасибо за то, что проводите эту олимпиаду, вообще всему Абхазскому государственному университету, то, что она дает такую прекрасную возможность. Олимпиада школа ансарф, и сидбейт абрахисарт, ожи ялаго дера, сколько хатхоса запшуп яналаго, сахасып хесукоб, счезукасон. Сарай сидбейт абснес таларц. Аԥсны аҵара саналгалак ашьҭахь заанаҭ ала усура салагарц сыӡбеит. Ҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп сырҵаҩцәа сызыҟазҵоз, насгьы ҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп олимпиада иҿызкааз зегьы. Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба представляет премьеру спектакль режиссера Алхаса Шамба «Семейный портрет с посторонним». Сюжет анекдотический деревенский завхоз привозит художника из города, чтобы оформить клуб к празднику, и приводит его на постой в дом любимой девушки. Из ревности он сочиняет ее простодушным родителям и бабке, что художник психически ненормальный и с ним надо осторожнее. В ролях Эсма Квициния, Гунда Ажиба, Гаря Чинчал, заслуженная артистка Абхазии Майя Джикерба, Гудиса Тодо, Леон Кураглы. В 19:00 на сцене Абхаздрама. Гость программы Амта Ялнахаз на Абаза ТВ Акихирия Нана Сичинава. Человек, что называется, на деле занимающийся вопросом демографии. Самая известная в Абхазии сваха, благодаря которой образовалось уже больше 100 семейных пар. Агәы ҳалалратә фонд аҿы еидыргалахьоу аҭаацәарақәа рҿы иҟоуп аманшәаларақәеи аиҵыҵрақәеи. Қыҭацԥхьаӡа жәажәа хеиба ҳамҭаз ыҟаӡам. Қыҭацԥхьаӡа Очамчыр араион гала инаркны. Брыԥшь ақыҭан иҟоуп. Урҭ ҳара ҳқыҭа, ҳаҳгартә ҳара ҳажәлаҿы ҳаҷкәынцәа, Мгәыӡырхәа ақыҭан иҟоуп. Мгәыӡырхәа ҩыџьа-ҩыџьалагьы знык иамоузаргьы даҽазнык ираҳҭоит убас. Мгәыӡырхәа, урҭ ҳарҵаӡит, Пицунда, Гагра, даараӡа ирацәаҩуп. Аха Гагра инхақәоз ракәымкәа нас иаақәаз ыҟами абри ақыҭа рҿынтә инхақәоз, убарҭ иаҳа еибаҳҭоит. Ари Гагра инхақәоз, Гагра ииз, иааӡаз иаҳа еибадыруеит, иаҳа азыҳәаны. Урҭ нас иаҳа еишьак еиԥш убас иҟоуп Гагра. Еснагь аԥсуа жәлар лахьынҵа иазхәыцуа Нана аԥсуа ԥҳәыс ахәышҭаа арахьчара луалуп, лҳәеит уи ҳцәажәараҿы. Ҳара иаҳуалуп урҭ реидкылара, аус аҿы ацхыраара рыҭара. Смотрите проект Амта Ялнахас с Наной Сичинава в нашем субботнем эфире. Мы продолжаем совместный проект первого мобильного оператора Абхазии и компании «Аквафон» и Абаза ТВ. Это обновленная версия документальных фильмов BBC «Планета Земля», образовательный видеопроект о живой природе на абхазском языке. Фильм «Шестой. Пустыни» смотрите в сегодняшнем эфире. Спорт. Нестор Цужба стал серебряным призером турнира по теннису «Командный кубок 2023» в возрастной категории 9-10 лет. Также Нестор был удостоен приза «Лучший игрок турнира». Он тренируется в Академии Александра Островского под руководством Александра Мальцева, является воспитанником директора Республиканской теннисной школы Абхазии имени Арзамета Тарба, мастера спорта по теннису Елизабет Акуция. 2 серебряные и 1 бронзовую медали завоевали абхазские вольники на всероссийском турнире памяти Михаила Чукова в Черкесске. Соревнования являлись отборочными на первенство России среди юношей до 16 лет. В турнире приняли участие команды из Абхазии, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Крыма, Ставропольского и Краснодарского краев.
Республику Абхазия представляли 14 спортсменов. Данил Пилия завоевал серебряную медаль в весовой категории 62 килограмма. Леон Арестава завоевал серебро в весовой категории 68 килограммов. Леон Малия стал бронзовым призером в весовой категории 68 килограммов. Праздник труда 1 мая выпадает на понедельник. Он будет официальным нерабочим днем в Абхазии. Сейчас о погоде. В выходные 29 и 30 апреля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, туман, гроза. Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Температура воздуха ночью от 4 до 9, днем от 9 до 14 градусов. Температура морской воды 13 градусов. На этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Удачных выходных!